1988, reprezentanții ai intelectualității găgăuze au creat mișcarea Găgăuz Halkı, în traducere Poporul Găgăuz. До появления именно как политического движения, да, Гагауз Халкы, оно было изначально называлось по другим статусам – дискуссионный клуб по вопросам истории, этногенеза, культуры. То есть не предполагалось политикой заниматься, а именно обсуждать проблемы, связанные с гагаузской историей, культурой, языком. И действительно, поначалу было так, но потом постепенно перерос в политическое русло. Этот клуб стал политическим движением, это партия, назовем его так. În data de 21 mai 1989, la primul congres al poporului găgăuz, a fost votată rezoluția grupului care a cerut crearea unei republici autonome în sudul Moldovei, cu capitala la Comrat. Гагаузскую советскую автономную советскую социалистическую республику в составе Молдавской ССР. Кто за то, прошу поднять мандат. На волне их национального движения, потому что у них тоже возникает свое национальное движение, да, за сохранение гагаузского языка, за развитие его, за популяризацию его. Гагаузы в этом видят гарантию сохранения своей идентичности. În data de 19 august 1990, grupul condus de Stepan Topal a proclamat Găgăuzia ca republică autonomă din cadrul URSS. Guvernul de la Chișinău a calificat această decizie drept neconstituțională. În martie 1991, pe teritoriul Găgăuziei a fost organizat un referendum la care s-a votat pentru rămânerea în cadrul URSS. Între timp, pe 27 august, Moldova își obține independența. Pe acest fundal, disensiunile dintre Chișinău și Comrat cresc. După un proces lung de negocieri cu implicarea mai multor actori naționali și internaționali, precum liderul Turciei, cu mai multe compromisuri din ambele părți, Comratul acceptă revenirea comunității găgăuze cu statut special în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Găgăuz kardeşlerim, uzun lafın kısası, sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Статус Гагаузии, который будет рассмотрен парламентом, открывает широкие возможности самоуправления в рамках свободной, независимой, целостной Молдовы. În data de 23 decembrie 1994, legislativul de la Chișinău a adoptat legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, însemnând unitatea țării cu garantarea unor drepturi autonome de autogestiune. Появление Гагаузии как таковой – это не только великое событие для гагаузов нашего региона, но это был и великий бонус для всей нашей республики Молдова. Ведь путем переговоров, парламентским путем, не кровопролитным, это было, скажем, исключение из правил, можно сказать, даже так, создание государства внутри страны появилась автономия. В первую очередь, я всегда, когда говорю о гагаузах людям, иностранцам, да, я им говорю, что, во-первых, это является самым показательным примером, когда на постсоветском пространстве мирно был решен конфликт. Особенность Республики Молдова как раз и является то, что вот эта мультиэтничность, и я даже бы сказал, это должно быть такой визитной карточкой, но это ни в коем случае не ущемляет и титульную нацию. Astăzi, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. Are 3 limbi oficiale. Multe organizații europene de apărare a drepturilor omului, dar și istoricii, consideră UTA Găgăuzia drept model de succes pentru rezolvarea conflictelor etnice.